Наши отцы, деды голову положили за эту землю, а мы пустим сюда китайцев. Машины, махины, целиком железнодорожные вагоны везут щебенки. Дома дрожат. Вы слышали, что китайцы завод строить хотят? Да. Что думаете об этом? Это плохо. Почему они все это решили, определили? Он не с народом, а против народа идет. С ними заодно. Привет, я Василий Керимов. Пока Семен Кочкин в Чебоксарах собирает подписи в поддержку своего выдвижения, мы с вами находимся в деревне Большие Алгаши на народном сходе против строительства китайского производства. Давайте узнаем, о чем сегодня говорят местные жители. Как относитесь к строительству китайского? Отрицательно. Ничего после себя хорошего они не оставили. Нам обещали, собрали нас всех, население, депутатов, что никакого строительства не будет. Будут землю возделывать, там травы какие-то, что-то, да. В итоге в последний момент узнаем, когда уже стройка фактически начинается, что стройка, как-то с вранья они начинают. А что вы собираете? Какие-то подписи? Подписи жителей Большеалгашинского сельского поселения, те, кто против строительства животноводческого комплекса Сычуань-Чувашии. Наши отцы, деды голову положили за эту землю, а мы пустим сюда китайцев. Для чего они нам? Чтобы нас уморили еще. В селе у нас рабочей силы нет. Да. Приедут со страны. Зачем нам люди со страны? Пусть к себе забирают, китайцы там работают на них. Они знаете, что задали вопрос? У вас есть рабочие силы в возрасте от 20 до 30 лет? Где у нас эта рабочая Нет, сила? У нас нет. пенсионер с пенсионером Сплошные рядом живут. пенсионеры. Земля была незаконно, без фактически публичных слушаний переведена из категории СХ-1 пашня, СХ-2, там под какое-то строительство что-то, да. Люди не знали, публичных слушаний не было. Как-то вот удалось местной власти это провернуть все дело, и там сможете доехать, посмотреть, строительство идет вовсю. Сейчас в здании администрации проходит заседание в закрытом режиме, на которое нас не пускают. И мы вместе с местными жителями ждем его результатов. Пускай сеют, поля должны сеяться, должны убираться поля. А стройка, против. То есть вы за то, чтобы они как бы выращивали там какие-то овощи, там, да, но не строили комплексы никакие. Мы живем на трассе, у нас машины, махины, целиком железнодорожные вагоны везут щебенки. Дома дрожат. То есть они уже строят дороги, да? Полностью все построено. Там съездите, посмотрите, поле там сквозь, белый щебень сквозь насыпано. Разрушат, если к нам не скорая, ни пожарная не проедет. Народ, умирай, как хочешь. Сейчас на 20 тысяч, если не поставить голов одним аммиаком, здесь все сгорит. И город захлебнется. Вот так. Все сгорит. Вы слышали, что китайцы завод строить хотят? Да. Да. Что думаете об этом? Не знаю. Это хорошо. Да. Хорошо? Да, особенно... Ой, нет, это плохо. Ой, да. Да, плохо. Это же завод. Уже дорогу сломали у нас, почти около дома, в Черемушках. Ага, да. Еще если где-то 5 км пройдет, все, дороги будет очень плохо. А вот согласно этой пандемии, пока под шумок они все это решили, определили. А когда уже началось вот это вот строительство, перед фактом люди увидели и сполошились все, потому что это все было сделано очень быстро, не спросив ни у кого. Это решил один председатель. Он не с народом, а против народа идет. С ними заодно. Он говорит, он сам так и говорит, что он за строительство. Понятно, его переизберут, он уедет, а мы с этим все останемся. Николаев же обещал, что вроде как ничего строиться Все не будет. обещают. А строительство-то идет. Вот он обещал все 3-4 года, говорят, ждут. Фактически это идет полное нарушение. А кто разрешал, никто не говорит, никто не разрешал, концов не найдешь. Да, он говорил, что стройки никакой не ведется, но местное население видит, как не ведется никакая стройка. Стройка активно, особенно последние несколько дней, активизировались. Вот здесь вот хорошо, вот туда вот можете посмотреть знак. На мост хорошо упал вовремя нагрузка. Вот они прекратили здесь ездить. Но китайцы уверяли здесь вот главу, что мы все поправим, если что, не переживайте и так далее. То есть закон как бы им, свой, видимо, здесь действует. И если народ скажет, что нам не нужны китайцы, да, нам не нужны эти инвестиции, нам не нужен этот проект, то, конечно, этот проект не будет реализован. То есть мы будем четко опираться на мнение народа.
9 депутатов присутствовало, проголосовало за отмену 5 человек, 4 воздержались. Виктор Григорьевич, поправьте. 3 воздержались, 1 против. был. 1 против. Да, 3 поддержались, 1 был даже против. Разговор шел этот о строительстве. Максим Николаевич дал слово, что дальше строить они вот это, кроме как вот силосных траншей, нет. И вот Январев поставил вопрос, что и приостановить это строительство. В общем, он сказал, приму все усилия, чтобы стройку приостановить. Это слова главы. Решение принято отменить решение собрания депутатов от 30 числа, так как некоторые депутаты не вспомнили, что они там были. Поэтому проект закрыт. А строительство фермы сейчас на этом участке невозможно. В настоящее время получено разрешение на возведение силосных курганов. Сейчас собранием депутатов данного поручения рассмотреть вопрос об отзыве этого разрешения и прекращении строительства. Довольны решением? Довольны. Со временем пускай наше правительство строит. Нечего жить на налогах и на штрафах. Взяли свое, открыли предприятие. Наше, российское. Вот это будет дело. Вот отличный пример, как работает гражданское общество. Люди вышли и добились отмены решения о переводе земель. Теперь здесь не будет иностранного производства, по крайней мере, пока власти не придумают нового способа обмана. Берите пример с жителей Шумерлинского района и не бойтесь бороться за свои права. С вами был Василий Керимов. Подписывайтесь на наш канал. Вместе мы добьемся справедливости.